Вице-премьер правительства, министр внутренних дел Абхазии Роберт Кют провел совещание, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка в период летнего курортного сезона в республике. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проведем совещание по поводу подготовки к летнему-курортному сезону. Очень важное мероприятие, которое нам предстоит ежегодно. МВД готовит комплекс оперативных и иных мероприятий, направленных на наведение правопорядка в период летнего-курортного сезона. В совещании приняли участие заместители министра, руководители профильных управлений центрального аппарата, начальники территориальных подразделений органов внутренних дел. Открывая совещание, Роберт Кют подчеркнул важность обеспечения безопасности туристов, приезжающих в Абхазию, о текущей ситуации на местах, укомплектованности личным составом и готовности к поддержанию правопорядка в летний период доложили руководители городских управлений и районных отделов внутренних дел. Согласно разработанным планам расстановки сил и средств, а также утвержденным маршрутам по всей республике с усилением на особо посещаемых курортных объектах организовано патрулирование экипажами ДПС и группами патрульно-постовой службы. По словам министра, ключевым фактором успешного проведения курортного сезона является качественная и своевременная профилактика, которая напрямую способствует предотвращению правонарушений и снижению общего уровня преступности. Я считаю необходимым в Гагрском и Гудовских районах провести более, так сказать, точные мероприятия, начальникам подразделений определить лиц, которые потенциально могут вынашивать преступный умысел. С ними необходимо провести соответствующую работу профилактическую для того, чтобы исключить возможность совершения преступления с их стороны. Обсуждая вопросы обеспечения безопасности на объектах размещения туристов, министрам даны поручения пересмотреть практику закрепления сотрудников милиции на определенных территориях круглосуточно. Роберт Кют отметил, что до ательеров необходимо донести необходимость обустройства своих объектов техническими средствами безопасности и при необходимости физической охраной. Для этих функций есть вневедомственная охрана в том числе. Соответствующую работу обозначил заместитель министра Беслан Чкадо. Все районы должны поработать на своей территории. По всем объектам размещения отдыха отдыхающих надо направить участковых соответствующие службы, чтобы они проверили на предмет соответствия техники безопасности, нормам безопасности, наличия камер видеонаблюдения и так далее. То есть это все для того, чтобы была безопасность граждан, приезжающих для отдыха, и потом дальше уже там раскрытие преступлений и так далее. То есть это все для профилактики и предотвращения. Столичная милиция, как доложил начальник УВД по городу Сухум Астамур Хагуш, в рамках подготовки к туристическому сезону провела обход крупных отелей и популярные кафе в городе. Почти везде есть видеокамеры и охрана. Там, где ее нет, устанавливается прямая связь администрации с милицией для оперативного реагирования. В целом в столице уже реализуется план по обеспечению общественной безопасности. Начато пешее патрулирование центра города и дорог экипажами ГАИ. Как отметил Роберт Кют, в нынешнем курортном сезоне будет расширена деятельность туристической милиции в Сухуме. Исходя из опыта прошлого года, данное направление показало свою эффективность. Плюс ко всему, дорожная ситуация в городе остается сложной. Как сообщил Роберт Кют, администрация Сухума совместно с мэрией Москвы разрабатывается концептуальный план, призванный привести схему городского движения в соответствии с современными стандартами. Даже при применении этого плана будет сложно, так как автомобилей в городе очень много. Есть пиковые периоды, людям вообще ездить невозможно стало за последнее время. Но виной всему, скажу вам так, автомобили брошены на дорогу. Брошенные автомобили, по которым мы, к сожалению, великому, принимать меры законного порядка не можем пока. Конечно, будет законная мера. У нас все необходимые средства, вы знаете, есть. Вот для эвакуаторов, которые были закуплены за последние годы, достаточно их количество. Мы можем найти площадку и сделать все необходимое, но нам нужны законные меры. В случае, если они будут, нужно будет проводить комплексную работу.
Госавтоинспекция МВД Абхазии предпринимает ряд мер в летний курортный период для обеспечения правопорядка на дорогах с акцентом на усиление мер транспортной безопасности в наиболее популярных туристических зонах и экскурсионных маршрутах. О плане мероприятий доложил начальник управления ГАИ Дамир Авицба. Мы прекрасно понимаем, что в летний курортный период в разы увеличивается количество транспортных средств на территории Республики Абхазия. В основном это за счет прибывающих граждан на своих автомобилях. Как мы видим, сегодня стало популярно приезжать на своем автотранспорте в Абхазию. Наверное, все-таки это из-за того, что стало безопаснее ездить на своем транспорте, имеется в виду. Тем не менее, Роберт Кьют особо обозначил необходимость усиления работы в отношении недобросовестных сотрудников ГАИ. Остается одна большая проблема. Она у нас существует круглый год. Без повода останавливать людей, пусть перестанут сотрудничать. Соответствующие поручения должны даны Управлению собственной безопасности, которые будут в летний курортный период особенно активно работать в отношении сотрудников госавтоинспекции. Никаких взысканий, как мы делали до этого, с учетом отсутствия должного количества личного состава, применять я не собираюсь. Выявленные нарушения будут способствовать их увольнению. Также министр отметил, что на сегодняшний день ГАИ обеспечена всеми необходимыми техническими средствами и на госавтоинспекцию возложена огромная нагрузка. Об обеспечении безопасности на транспортных объектах республики доложил начальник линейного управления на транспорте Рауль Хагуш, который обозначил основные направления усиления работы. Министр отметил важность безопасности на транспортных узлах, особенно в связи с запуском новых маршрутов. Сегодня, как всем известно, на самом деле транспортная инфраструктура очень активно развивается за последние годы. У нас новые направления. Активность маршрутов как железнодорожных, так и морских. Появилось новое направление воздушное. Соответственно, это колоссальная работа, которую мы прекрасно понимаем, та нагрузка, которая ложится на вас. Буквально недавно мы проводили встречу, знаете, с начальником Главного управления МВД России на транспорте. Есть полное понимание во взаимодействии с нашими российскими коллегами. В первую очередь это подготовки кадров по основным направлениям, направления, скажем так, обеспечения воздушного транспорта, где нам необходимо повысить квалификацию. ЛОВДТ сегодня у нас, скажем так, несет колоссальную нагрузку, и нам необходимо будет решать этот вопрос в первую очередь с кадровым составом. Также Роберт Кью дал указание расширить зону патрулирования акватории от Гагарского района до Сухума. На самом деле задачи стоят очень серьезные. И аэропорт, и количество рейсов, и то, что появление катера, это мы должны в этом направлении тоже работать, проводить соответствующие мероприятия с ГИМСом, с МЧСом, со всеми вместе, для того, чтобы это было эффективно, а не просто для красоты и для картин. Мы каждый день говорим о аэропорту, о том, что сотрудники должны быть, это ворота нашего государства, чтобы они должны всегда выглядеть красиво, в форме, как положено, чтобы это все было, как говорится, на виду. Да, поэтому вот эти вопросы все надо взять на контроль. Что касается укомплектования, мы, конечно, летний период, большая нагрузка на все подразделения, но будем стараться максимально уделить внимание его направлению. Да. Спасибо. До начала туристического сезона сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции организовывают сбор оперативной информации по объектам сферы курортного бизнеса. Как доложил начальник управления Султан Кабардаев, совместно с Министерством по курортам и туризму Абхазии будут проведены профилактические мероприятия, направленные на недопущение нелегальной экскурсионной деятельности со стороны турфирм и частных лиц. Для выявления и пресечения продажи фальсифицированных алкогольных напитков в местах отдыха туристов, а также товаров и услуг, не имеющих сертификатов соответствия, будут организованы совместные рейды с Государственным комитетом Абхазии по стандартам потребительскому и техническому надзору, а также контрольные проверки объектов размещения туристов совместно с налоговыми органами республики. Султан Георгиевич, знает, что у нас руководством страны поставлена отдельная задача по совместной работе с другими ведомствами. Ну и помимо всего прочего,
ваша работа способствовала увеличению поступления в бюджет. Эту работу нужно не только продолжить, но и усилить. В этом направлении вы работали в Гагарском районе. Я считаю, нужно основной акцент сделать в городе Сухум. Астамур Константинович докладывал о количестве мест размещения и других объектов курорта и туризма в городе Сухум. Я считаю, что нужно провести соответствующую инспекцию. Я думаю, мы сможем помочь тем самым увеличить поступление в бюджет города. Ну и то поручение, которое дано правительством республики, его надо будет более качественно выполнять. В рабочем порядке Роберт Ю дал конкретные поручения по организации служебной деятельности оперативному блоку милиции, управлению уголовного розыска с территориальными подразделениями и управлению по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел. Первый заместитель министра Руслан Ажиб отметил необходимость акцентировать работу по выявлению фактов незаконного хранения огнестрельного оружия, а также профилактику ношения короткоствольного оружия в общественных местах. Руководители профильных подразделений, в свою очередь, приняли решение проработать механизмы совместной работы по каждому району республики с учетом его специфики, помимо проведения комплексных мероприятий. Роберт Кют сделал особый акцент на строгом соблюдении служебной дисциплины всеми сотрудниками органов внутренних дел, подчеркнув необходимость вежливого и корректного обращения с гражданами в рамках закона. С 1 июня весь личный состав МВД переводится на усиленный режим несения службы. Сотрудники, находящиеся в очередных отпусках, будут отозваны. К службе приступят выпускники и курсанты Высшей школы милиции МВД Абхазии, а также курсанты, обучающиеся в вузах МВД России. Повторяться не буду. В целом могу, пользуясь случаем, выразить слова благодарности всем руководителям. У нас, когда мы подводим итоги нашей оперативной работы, в целом, то, о чем я говорил, Владимир Антонович, в первую очередь, это вся статистика криминального характера. И в этом году у нас, за 4 месяца, подведя итоги, у нас на 2,5% раскрываемость увеличилась. То есть сегодня составляет 93,4%. Но вы, как сотрудники милиции, наверное, все-таки понимаете, что это существенная и очень положительная цифра. Понятно, что динамика совершенных преступлений, она по-разному прыгает. В основе своей многие вещи есть отраженные, они бытового характера. Чистого криминала становится гораздо меньше. Это все благодаря нашей слаженной, качественной и умелой работе. Но предела совершенству нет. И те вопросы, которые сегодня мы обсуждали, их нужно решать. Они будут способствовать улучшению этой же статистики, улучшению состояния наших сотрудников, улучшению внешнего вида, который в себя включает поведенческая линия наших сотрудников. Это важно, чтобы милиция сегодня представлялась достойно.